Вторая часть программы «Мордовский блок новостей». Фаина Юрьевна Макарова комментирует новости декабря 2018 года из жизни Мордовии. У нас следующая новость связана с предстоящим сносом исторического здания прокуратуры. Но вначале я вот что приведу 3 цифры по коррупции, которые отличаются, я удивлен. Тоже вы, может, прокомментируете. Значит, 13 декабря был круглый стол. Там замначальника управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МВД по Мордовии Михаил Сергеевич Бажанов сказал, что в этом году пресечено 64 коррупционных преступления. Дальше, через несколько дней пресс-служба Мордовии сообщила, что в этом году не 64, а 200 коррупционных преступлений пресечено. А 27 декабря прокурор Мордовии Александр Андреевич Филимонов сообщил, что не 64, не 200, а 86 фактов взяточничества. Вот это, пожалуйста, прокомментируйте. И второе, то, что вот прокурор Мордовии сообщил, что в 2019 году ведомство переедет из вот этого красивого зеленого трехэтажного особняка на улице Льва Толстого в другое здание неподалеку, на противоположной стороне той же улицы, заняв несколько этажей Мордовского таможенного поста после проведения там ремонта. Пожалуйста. Можно я со здания начну? Да. Вот я про здание услышала, жалко. Значит, я очень часто обращалась с 2005 года в прокуратуру, в ФСБ и Следственное управление нашей Республики Мордовия на Льва Толстого. Вот эти вот 3 здания, которые они стоят, я их помню с детства. Напротив них стояло еще одно красивое здание. Там был книжный магазин, когда я в детстве училась, мы там покупали канцтовары и принадлежности ученические, чтобы пойти в школу. И всегда накануне в августе, когда пойти в школу, в этот магазин, там за этим зданием была площадочка с клумбами. И настолько это было приятно там находиться, сидеть. И вообще тут напротив площади, памятник Ленина, там зеленые елки, люди гуляют, центр города. Обычно все люди как-то вот красиво выглядели. И сама атмосфера такая была, то есть историческая такая вот, их такая причастность, себя чувствовал человеком в этот момент. И то, что вот эти теперь 3 здания, вначале у нас ушло ФСБ, и его не стало, там стало не хватать. Вопрос теперь Следственный комитет здания, Следственное управление. И если сейчас еще прокуратуру снесут, я вот город без этих исторических зданий, я их не представляю. А у них была одинаковая высота? Одинаковая высота, они были идентичные, они были очень похожи, 3 одинаковых дома. Это вот как 3 старых купеческих дома, таких красивых. И таких у нас в городе уже таких домов не осталось практически. Вот эти 3, по-моему, только зданий таких. А еще, наверное, есть вот по направлению, как идти в Ленинскую налоговую. Там на углу стоит одно здание старое, вот там, наверное, вот это вот осталось. Частное такое, Частное такое, да. Но наполовину деревянный, по-моему, даже это было. А это был каменный, эти были дома. И туда я заходила, там высокие потолки. Вот, за счет высоких потолков, опять же, совсем другая атмосфера. Ну, не знаю, жалко мне эти здания. Так, по поводу новости о коррупции. Ну, статистика такая, в каждом ведомстве своя. Вот. Потом, какие там... Я вот уже на совете непарламентских партий, как тогда заговорила, да, то есть выступала тоже, то есть слушала отчет тоже одного из сотрудников УБЭП, в частности. Вот. УБЭПовцев я поблагодарила. Но тогда я заявила, что у нас почему-то в Мордовии вопрос о коррупции рассматривают исключительно по одному действию – подаче взятки. В свое время я участвовала в Госдуме на заседании, на парламентских слушаниях, проходили парламентские слушания. И вопрос тогда стоял, значит, изменение и внесение в законодательство, антикоррупционное законодательство федерального и регионального уровня. И там было как раз озвучено, что коррупция у нас по взяткам, ну, от силы 30% по факту происходит. Потому что все 70% это то, что связано с действиями чиновников в интересах каких-либо коммерческих структур либо каких-либо лиц. Вот когда принимаются из раза в раз незаконные решения, какие-либо документы в пользу какой-то коммерческой структуры, при наличии, к
своего личного или корыстного какого-либо интереса, это тоже коррупция. А у нас максимальная. Принимаются такие решения. И совсем недавно я этот вопрос озвучивала в службе судебных приставов нашей, в управлении, в отделе, который тоже отвечает, отдел у них там, это не собственная безопасность называется, а тоже по борьбе с коррупцией, внутри у них ведомственный отдел. У нас там один дознаватель в отношении одной структуры принимал 3 раза одно и то же решение, игнорируя законодательство, как я говорила, Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, вот, в интересах этой структуры. Почему в нарушении закона, который ему приписывает делать то-то, то-то и то-то, он отступает от него и принимает другое решение? И я пыталась как раз доказать, я писала, проверьте его на коррупцию. В связи с чем он именно в отношении этой структуры, именно определенной группы лиц, принимает из раза в раз эти решения. И мне пытались внушить, что здесь коррупцию они не усматривают. То же самое в МВД у нас случилось. Аналогичная ситуация. Теперь у нас элемент коррупции был такой. В отношении коммерческой структуры Подсеваткин, я уже говорила, наверное, в Росреестре, принимает решение. ООО «Нива» незаконно использует земельные участки, не имея на то никаких оснований. У них ни договора аренды, ни субаренды, ни собственники они. С собственником договор не заключает. Собственник их предупредил, что нельзя этого делать. То есть по незаконному использованию у нас Росреестр обязан вынести, когда к нему обращаются, составить протокол о незаконном использовании земельного участка. Штраф 20% от кадастровой стоимости. Казна пустая. Почему бы деньги у нас не получить за незаконное использование земельного участка? И Подсеваткин, не встречаясь с нами, не требуя у нас никаких объяснений, выносит постановление об отказе, сообщает об этом в Москву, ссылаясь на ничтожный договор, который в природе давно уже отменен Лямберским районным судом, который вступил в законную силу. Это не элемент коррупции? Что он встречается с потерпевшим и разговор ведет с потерпевшим и ссылается на документ потерпевшего, который не имеет законной силы. Руководитель федерального уровня. Федеральной структуры, прошу прощения, регионального уровня. Поэтому здесь разговор вести, да, и я считаю, что если нам все коррупционные деяния учитывать, а не только взятки, которые выявлены, потому что я и вот на Совете непарламентских партий, и непосредственно, значит, вот в нашем коррупционном, я же вхожу в комиссию, в частности, как раз при Госсобрании по борьбе с коррупцией, как раз и заявила. Ведь люди взятку давать, ну, в смысле, публично, они ведь не будут. Это всегда очень интимное дело, и люди стараются, чтобы избежать потом возможности уголовной ответственности, встретиться где-то один на один в темном углу, при закрытых дверях и так далее, да? Это ладно, если тебя вот прям конкретно вымогают. И тогда ты, если ты не хочешь или знаешь, что в данном случае дело может быть не решится, ты сообщишь в органы, и тебе, возможно, в этом случае пойдут навстречу и помогут зафиксировать факт этой передачи, этой взятки, тогда да. А если и взяткодатель, и взяткополучатель находятся на одной стороне, и тому, и другому это выгодно, как доказать, что взятка была? А причем это в нарушении прав третьих лиц. Как третьи лица докажут? Только тем актом, который возник на основании этой взятки. Что вот оно принято. Тем более, если это из раза в раз. Ну ладно, я говорю, иногда бывает ошибка. Один раз, когда это случилось. Но когда это второй, когда третий, когда четвертый раз. Вот и все. Следующая новость у нас, видимо, никак не связана с коррупцией, но от этого не легче. 20 декабря Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал на своем сайте результаты совместного с журналом «Отдых в России» 4-го ежегодного исследования о туризме регионов. И Мордовия, к сожалению, из 85 регионов на 71-м месте. Но есть и хорошие звездочки у нас в Мордовии. Те же организации, они другое исследование опубликовали 21 ноября еще, и там в номинации «Загородный отель» мордовская база отдыха «Отрада» заняла 3-е место. А в номинации «Заповедники и парки»
первое место заняла Сокровище. наша, да, учреждение заповедное Мордовия. И вот этот, более полное название, это заповедник имени Смедовича, национальный парк Смольный. А заповедник этот открыл в 30-х годах сибиряк, о котором я никак еще не доснял экранизацию его мемуаров. И он сидел вот в здании ФСБ, снесенном в тюрьме в 1937 году. То есть он основатель, вот его дело живет и занимает первое место в России. Оставила себе след в истории Мордовии. Да, хотя информация там, наверное, стерта о нем, просто он сам об этом рассказывает. А в номинации «Региональный музей» наш музей Эрза занял первое место в России. Музей, да. Да, тоже круто. И еще есть. Еще 14 сентября Министерство культуры опубликовало сборник «Лучшие практики этнографического туризма», и там сообщило, что аналитическое агентство Турстат признало топ-10, сделало популярных этнографических фестивалей и праздников России лета 2017 года, и наш в этот топ-10 попал национальный фольклорный праздник Велень-Оскс. Еще есть два фактора туристической привлекательности, скажем так. 6 декабря фонд «Петербургская политика» опубликовал результаты своего исследования, и там Мордовия заняла 7-е место в списке регионов с максимальной социально-политической устойчивостью. А по подсчетам Центра экономических и политических реформ в рейтинге регионов по числу протестных акций Мордовия на каком, вы думаете, месте? Последний. Вот, 79-80 места. Но по поводу туризма, я думаю, у нас все будет хорошо, потому что 17 декабря Владимир Дмитриевич Волков сказал, что туризм – это одно из приоритетных направлений. Будем развивать. А он еще никогда никого не обманул, фамилию. Как бы вы прокомментировали у нас туристическую привлекательность? Ну, туристическая привлекательность, она, наверное, все-таки была более значима именно с учетом проведения чемпионата мира. Вот, с учетом после проведения чемпионата мира, наверное, все-таки интерес к Мордовии резко пойдет на спад. Вот. Но, тем не менее, те объекты, которые названы, они всегда пользовались у нас интересом и успехом у лиц, которые посещали нашу Мордовию. Когда люди приезжают, вот даже к нам в свое время всевозможные люди приезжали с разных регионов в гости там, по профессиональным делам, там, по коммерческим каким-либо делам. Куда мы ведем людей? В музей Эрзи. Куда мы ведем? На площадь показать собор. Вот, поэтому действительно в музей Эрзи, когда они попадают и видят, что там представлено и какие там произведения у нас, вот, и самого именно Николая Эрзи, и картины, которые наших местных художников там развешены, картины у нас замечательно рисуют, и наши художники в этом плане молодцы. И вот эти резьба по дереву и всевозможные национальные изделия, которые выполняются, да, там детскими всевозможными художественными школами, просто какими-то мастерскими. Ну, на самом деле, приятно, и душа радуется, посещая вот такие вот заведения. Потому что там все очень достойно, все очень профессионально, творчески. Дай Бог здоровья тем людям, которые развивают, которые там работают. Вот эти объекты содержат в таком хорошем, в привлекательном состоянии. Вот. Поэтому только можно порадоваться, что такими объектами Мордовия, когда люди приезжают, не ударит никогда лицом в грязь. Потому что не как вот раньше все говорили, старые, грязные, там Саранск, город такой был непривлекательный. Подъезжая к Саранску, вокзал был у нас, и территория около него была отвратная. А сейчас, да, все очень красиво. Есть где людей поводить по городу. Город вообще очень красивый на самом деле, и чистый. Нужно отдать должное. Здесь уже, наверное, заслуга самого Тултаева, вот, его администрация, его внимание непосредственно к нашему городу. Ну и, наверное, все-таки при всех этих вещах нужно отдать должное, что начинал все это дело Николай Иванович. Потому что именно он пытался сделать на федеральном уровне и сам город, и Мордовию, республику привлекательной в плане посещений.
Следующая новость у нас называется «Взаимоотношения Русской Православной Церкви и Комитета государственной безопасности», поэтому я вам даю очень секретный документ и сейчас расскажу, о чем он. 28 декабря нижегородское интернет-издание «Коза» обнаружило имя игуменьи Сергии, настоятельницы Свято-Троицы Серафима Дивеевского монастыря, который раньше относился к Кардатовскому уезду, а сейчас к Нижегородской епархии. В миру она Александра Георгиевна Конкова. И имя ее обнаружено в рассекреченной Латвией картотеке Республиканского КГБ Национального архива Латвии. Номер там, вот как вы видите, у нее 22 957. Читаю, да. Агент Вероника, профессия. 3 февраля 1987 года. Вот. Кем завербованы? Ильюшонок. Пострижена она была впервые в 1984 году. Монахини дали ей имя Сергия в честь Сергия Радонежского. Через 3 года ее завербовали. А еще через 4 года Алексей II назначил ее. Ну почему нас не руководителем. завербуют, а? Может быть, такие же документы и на нас есть? Дело в том, что уже место руководителя вот обители занято. Я бы на платной основе согласилась оказывать услуги данных компаний по вопросам коррупции. Но у нас есть еще... И нарушение законодательства. Ну пусть меня завербуют, и пусть на платной основе. Один шанс у нас есть, Фаина Юрьевна. Есть, да? Ну слава богу. Дело в том, что в мае Национальный архив Латвии намерен опубликовать доносы агентов. И, возможно, если она там что-то не то написала, то у нас есть шанс. Ну вот еще посмотреть здесь еще даже, да, кого она сдала. Пикантный фактор в том, что Латвия считает Советский Союз и КГБ оккупационным режимом, и поэтому агенты этого режима, они не только как бы не совсем независимые люди, а еще они как коллаборанты, они их воспринимают, у них еще такой фактор. Коллаборационисты, правильно. Углядывают в этом деле. Как бы вы прокомментировали вот этот скрывшийся факт? Как я прокомментирую? То, что... А потом мне секретный документ верните. Да, сотрудники, так будем говорить, вернее не сотрудники, а служители РПЦ. Но я думаю, что только самые верхи и люди такого, как бы, не думаю, что с нашей Мордовии все-таки низкого такого уровня тоже являются, получается, были завербованы. Это, кажется, самый большой женский монастырь в России. Да? Вот этот. Да. Ну, тогда самый понятно. Крупный женский монастырь в России. Понятно тогда почему. Вот, потому что я думаю, что более высокого полета должны были быть завербованы. Потому что информация, когда мы даже еще в советское время учились в школе, разговоры такие ходили, что вот все вот попы и так далее, что они все агенты КГБ. Вот так вот разговор был. То есть разговор не был, что завербован, а был такой разговор, даже в институте, когда я училась, что они являются агентами КГБ. Вот, поэтому новость о том, что являются агентами КГБ, как бы она не нова, тем более, что она в последнее время муссируется в отношении других людей. В интернете гуляла сейчас информация очень многих, вплоть до Кирилла нашего и всех остальных тоже там озвучена была информация. Вот, поэтому, наверное, все-таки это ожидаемая новость. Тем более, если это крупный монастырь. Еще раз говорю, я не против сотрудничать с ФСБ на платной основе по вопросам коррупции, сдать Подсеваткина, сдать Маркина, дознавателя, который выносит незаконные постановления, еще кого сдать. Я на них все напишу. Пока вы пусть не наговорили... примут по ним решение, и за это мне еще и заплатят. По фактам коррупции, что я их раскрываю им. Но в защиту... Здесь другие вопросы, конечно, рассматриваются. Если более серьезно подходить, то, наверное, это не совсем было этично. С другой стороны, то, что такие службы, и они работают, и они, в принципе, должны работать именно там, это все тоже ожидаемо. Вот. Это была их работа. Но чтобы более целостно взглянуть на эту новость, я вот такую еще информацию приведу, что бывший руководитель контрразведки внешней Советского Союза Олег Калугин в интервью рассказывал, что когда он в конце 80-х сказал, что Алексей II, он агент комитета, то вот Алексей II потом пригласил его к себе домой, и когда Калугин приехал к нему, вот Алексей II ему рассказал, что вот вы рассказали, как бы, что я сотрудничаю, но войдите тоже в мое положение, потому что при Сталине было два варианта. Там ведь десятки тысяч священников, буквально вот десятки тысяч священников расстреляны. Да.
И было два варианта. Или пойти вот так до конца принципиальным и умереть, или пойти на сотрудничество, вот на это такое как бы лицемерие, зависимость, но сохранить вот эти ценности в какой-то форме. И то есть тоже получается палка о двух концах. Да. За них находить послушников себе в этих вещах. Ну, в данном случае каждый человек сам имеет свои собственные убеждения. И то, что у нас вопросы национальности, вопросы религии находятся на учете непосредственно под зорким оком и вниманием службы ФСБ, бывшей КГБ, ну, это, мне кажется, очевидно, и это всем известно. Поэтому, с одной стороны, понять можно и данную службу в плане того, что они пытаются держать руку на пульсе, чтобы не допустить каких-либо национальных столкновений, либо столкновений на религиозной основе. Потому что периодически такие конфликты, они возникают и имеют место быть. И действительно, кто-то должен это, с одной стороны, и контролировать, и над этим надзирать, и пресекать. Все довольно-таки, как говорится, очень очевидно. Для меня, по крайней мере. Для меня это большой новостью не является. Следующая новость у нас статистическая. Финансовая, экономическая и демографическая ситуация. Волков у нас Владимир Дмитриевич в конце декабря ответил. Прощения. Да. Ну вот и говорят, в свое время говорили, что бывают иногда в России конфликты, созданные сотрудниками именно на основе национальности и религиозной принадлежности. Вот этого непростительно. Со стороны гражданского общества должно быть. И такие вещи, конечно, должны быть наказуемы. Это моя точка зрения. Потому что нельзя в данном случае именно провоцировать и допускать этого. Есть даже мнение одного политолога, к сожалению, забыл его фамилию, что большинство террористических и радикальных экстремистских организаций в мире финансируются российскими спецслужбами, ГРУ, ФСБ. Но это мое мнение и его мнение, да. Но по реальности, по новостям мировым видна такая зависимость террора в Европе, когда нам это выгодно, или когда к нам в Петербург, в город, где была блокада, и люди умирали от блокады, приезжали нацисты со всего мира, организовывали, и потом мы говорим, что нацисты там, хотя нацисты приезжают сюда у нас здесь. И потом Лукашенко говорил, что Януковичу: зачем ты финансируешь правый сектор? А Янукович ты финансировал за счет российских денег. А потом мы говорим, что Украина – это правый сектор. Так это мы там создаем правый сектор, а потом на него… В какой-то части тоже, как говорится, свою лепту тоже внесли в это дело. Следующая новость менее эмоциональная. Вот Владимир Дмитриевич Волков объяснил, почему мы по государственному долгу на первом месте в России. Он назвал такие, с его точки зрения, объективные причины. Во-первых, мы готовили мероприятия федерального и международного значения, в том числе чемпионат мира, и неспланированные расходы на это ушли. В том числе, кроме того, создавали социальные объекты, строили большое количество дорог. И вообще он говорит, что самое главное, что со стороны центра Москвы по целевому использованию средств нет к нам претензий. И кроме того, за последние 5 лет собственные доходы мы увеличили в 1,5 раза. И как раз в рамках уменьшения расходов и увеличения доходов, вот новость, которую мы обсуждали в прошлой программе, что отменяются налоговые льготы, по-другому исчисляется налог на имущество в сторону увеличения доходов, потом численность госслужащих на 10% сократили, уменьшили количество исполнительных органов власти в 2017 году с 30 до 21. Вот так. То есть увеличивают налоги. Конечно, бизнесу это хуже, значит, он будет сворачивать экономическую активность, будет увольнять, но региональному бюджету лучше. Ну, краткосрочно лучше, а долгосрочно это будет, конечно, хуже. Потом он среднемесячную зарплату объясняет, почему она у нас невысокая. Потому что аграрный сектор, мы на него молимся, и поэтому, а там низкие зарплаты, и поэтому средняя по Мордовии такая. Видимо, мы думали, хотели всю Мордовию поднять технопарком. Ошиблись. Не получилось. И еще искусственно поддерживаем низкую безработицу, и поэтому запрещаем. Мы поддерживаем? Владимир Ильич говорит, да.
Ага, это каким образом? Но он говорит, что у нас самая низкая безработица, и, видимо, из этого следует, что это искусственно, и поэтому мы препятствуем предприятиям проводить массовые сокращения. Понятно. Была такая мысль в свое время на Лисме. Лисму, когда отправляли людей без содержания долгое время, да, искусственно они поддерживали. А по факту люди безработных, конечно, было гораздо больше, и зарплат, которые не получают, гораздо больше в Мордовии, согласна. А конфликт у нас есть, Фаина Юрьевна, между Минфином Мордовии и Минфином России. Минфин России после проверки, слышали, да, и вот судятся, да. И хотят отобрать Минфин у нас, взыскать из регионального бюджета. Мы подали в суд, чтобы заморозить этот процесс. И вот, видимо, в феврале сейчас будет следующий суд. Да, сейчас возобновили. Так, могу Подождите, комментировать или еще там еще дальше? Нет, Слишком пожалуйста. длинная новость. Длинная? Да, могу Длинная. я начать уже комментировать? Но у нас ведь промышленное производство растет, отгруженная промышленная продукция растет, инвестиции. Ну а почему же у нас для выплаты долгов денег нет, если все кругом растет? И яйцо растет, и все Потому растет. что нам банки не дают кредиты, потому что аналитическое кредитное рейтинговое агентство опять понизило рейтинг 19 декабря. Так, могу начать. Даже как же можно начать, если Роспотребнадзор сказал, что плановые проверки уменьшились в 3 раза, а в 16 раз плановые проверки субъектов малого бизнеса уменьшились? А какое количество у нас в данном случае предприятий закрылось бы, еще бы хотелось бы узнать, чтобы статистику такую привели? Они и сколько вредят. у нас реально, и сколько у нас реально в данном случае работающих. Они ведь даже иногда не закрывают именно с учетом того, чтобы статистика была работающих. Так, начну с самого начала. Да, пожалуйста. Значит, со строительства и с долгов, которые у нас возникли в Мордовии. С чего вообще все началось? С чего? Началось все у нас с Николая Ивановича. Началось с того... То есть не с майских указов? Нет, нет. Началось у нас все с того, что Мордовия стала показывать самые максимальные проценты по выборам за Единую Россию. Из Владимира Владимировича. Как мы показывали, мы знаем все в Мордовии. Да, больше 100%. Да, даже было 104 или 106. Поэтому вся Россия была в тот момент в таком состоянии находилась, когда количество оказалось больше, чем самих избирателей. Вот. И с учетом вот этих процентов, как было сказано, Владимир Владимирович решил рассчитаться с Мордовией, спонсированием на нужды, на строительство всевозможных объектов. Но ведь федеральные деньги, когда выдаются, их необходимо возвращать. Потом второй был момент, уже связанный с тысячелетием. Когда у нас тысячелетие Казань провела, Николай Иванович, сидя рядом с Минихановым, говорят, в Совете Федерации, ему стало очень завидно, что с федерального бюджета пошли такие деньги, и на некоторые объекты именно за счет прям федеральных средств все это было, то есть это там не подлежало списанию потом с регионального уровня, непосредственно Татарстана. И он тогда задумал с своей стороны, как говорят, потому что официально у нас 500 с чем-то лет только было Мордовии, и вдруг находят какую-то монетку, благодаря которой делают вывод, что оказывается у нас российское государство в Мордовии возникло раньше, чем само российское государство вообще. Благодаря этой монетке мы проводим тысячелетие единения мордовского народа с российским, в российском государстве, с российским народом. Нужно было построить объект с федеральным бюджетом. Под этот праздник, естественно, Николай Иванович выбил средства, но при этом как бы был такой разговор, что деньги были выделены через 2 года только. Там какие-то события возникли, а дело ЮКОСа было. Притормозили выплату. А потом, когда Николай Иванович с ЮКОСом разрулил ситуацию, вот, праздник этот все-таки назначили. То есть в тот момент, когда мы отмечали, был не тысячелетие уже, а 1003, 2 или 3 год должны мы были отмечать. Вот. Но все равно у нас был назван это тысячелетие. А из-за ЮКОСа обиделись, в смысле, за него, что он недостаточно осуждает того, кто раньше спонсором был в Мордовии? Да, за то, что вот у нас там представители ЮКОСа шли сенаторами в Совет Федерации, выдвигались, да, и то, что у Николая Ивановича были какие-то свои личные отношения еще с Ходорковским на тот момент, вот, и то, что деньги шли в Мордовию как у нас Мордовия была как офшорной зоной, признано. Вот. Ну и все это у нас, мы все помним эту ситуацию, которая разворачивалась
на российском поле отношения между Владимиром Владимировичем Путиным и Ходорковским, поэтому как бы вот эта вот ситуация, она, то, что касалось людей, сторонников Ходорковского, она ударяла по тем лицам, которые с ними сотрудничали, с ними контактировали. Вот, поэтому у нас это на тот момент, на 2 года, как бы разговор, по крайней мере, может быть, я что-то неправильно говорю, но у меня как бы в памяти отложилось именно так. Вот поэтому у нас начали возникать задолженности. Федеральный бюджет оттуда. В этот момент Волков Владимир Дмитриевич у нас кем был? Председателем правительства. Эстафетную палочку он перенял. Опять же, почему у нас приняли проводить чемпионат мира, как 11-й, наверное, город, да, у нас в чемпионате мира. Саранск включили, который раньше к футболу имел такое отношение вот далекой-далекой, да, при том, что на самом деле у нас не было инфраструктуры для проведения данного мероприятия. Вот. Это опять же благодаря всем тем же отношениям Владимира Владимировича к нашему Николаю Ивановичу. Потому что выборы были не один раз, где мы хорошо показывали свой процент, но и продолжали в дальнейшем, и 2-й раз, и 3-й раз. И с учетом всех этих вещей нам дали возможность провести этот чемпионат. Но для строительства стадиона, дорог, гостиниц, аэропорта денежные средства требовались большие. И, как ты правильно сказал в новости, мы же в любом случае при всем при этом все равно остались, вернее, аграрной республикой. Вот. Стоимость продуктов, еще раз говорю, она не такая высокая, поэтому, а промышленность на тот момент, она уже скукошилась. Ну, уже за объединение лиц уже давно ведь не работает. Очень давно. Там оставался один завод, вернее, один цех, наверное, одного завода максимально работающим. Все остальные производства, те заводы, которые были, максимально работали в советское время, они же тоже все, абсолютно, большая часть из них либо ликвидировались, обанкротились, либо из них осталось минимальное количество работающих, ну, плюс-минус 1-2 цеха из того, что было, допустим, десятки раньше. Поэтому... То есть сейчас по всей Мордовии пустые цеха стоят, да? Да. Либо взято коммерческими структурами под какие-либо производства, под куплю-продажу чего-либо. Вот Саранск инструмент проедет, то же самое Лисму, ламповый завод, там полностью все вот эти всевозможные магазинчики и так далее, все корпуса же заняты. Биохимик, тот же самый, приборка. В центре города сейчас там вот в главном здании, которое вот у них был, заезжаешь, там магазин и гостиница стала. Ну, это опять к чемпионату мира, наверное, тогда готовили. Поэтому где у нас? Орбита, которая раньше работала, то же самое, и все остальные. А где наш Централит, который выпускал продукцию и тоже гремел? А завод ЛАЛ где? Машзавод где? Висмут, Неон. Это все вот эти вот заводы. Где это производство? Его их нету практически почти. В основном арендные платежи за использование помещений, если найдут, кому сдавать. Вот. И поэтому, да, долг растет, естественно, и цены с учетом этого в том числе растут тоже. То есть у нас цены повышаются, исходя из того, что казна федеральная пустая, да, и я так предполагаю, что у нас кредиты, которые раньше брались, они брались именно с далеким прицелом на то, что будут продолжаться те жирные годы нефтедолларового дождя, которые у нас шли до этого, и что этот долг просто-напросто спишется за счет этих средств. А тут возник 2014 год, и после 2014 года вот у нас сейчас продолжается вот это вот в экономике спад поступлений всех этих финансов, отток капитала вообще за границу как таковой, да, и плюс, значит, уменьшение производства вообще во всем и во всех почти отраслях, поэтому мы пришли к тому, что мы имеем на данный момент. И будет еще хуже. И будет еще в ближайшие 3-4 года ситуация будет только ухудшаться. То есть у нас улучшений нету. Но больше всего, что мне вот с этих новостей еще не совсем приятно, как бы говорится, было услышать. К концу года, так, насколько я понимаю, или в начале года у нас выступал перед Госсобранием министр наших финансов
Симонов, вот, он говорил о профиците бюджета, о том, что, оказывается, Мордовия настолько хорошо везде, во всем показывает, значит, имеет показатели предприятий, сельское производство, в общем, у всех все, там инвесторы, значит, хотят вкладывать деньги и так далее, прям картинка, ну, замечательная, радужная, иногда у нас раньше Медведев так всегда выступал, настолько все красиво, все хорошо, ну, прям это, но... Дальше следовала фраза «денег нет, но вы держитесь». Вот аналогичная ситуация возникла и здесь. В начале выступления профицит бюджета, то есть у нас есть излишние денежные средства, и вдруг в январе месяце возникает заказ Республики Мордовия на получение кредитов, которые на госзаказе был указан срок. Никто из банков не пошел на эту оферту. Все. Это о чем говорит? О том, что деньги вроде бы на бумаге, которые мы рисуем, у нас есть, а по факту-то их нету. И с учетом того, что люди сейчас, банки реально подходят к этой ситуации, они же прекрасны, и на самом деле республика должна большие деньги в федеральный бюджет. Под что давать? Собственности-то не осталось, она вся практически заложена. И правильно вот ты здесь упомянул, в частности, судебное рассмотрение спора в арбитражном суде у нас в Республике Мордовия. Меня тут тоже удивило, потому что выходило, насколько я понимаю, арбитражный суд сам хотел перенести рассмотрение этого вопроса в Москву, Московский арбитражный суд, да, тем не менее, видимо, оттуда поступило какое-либо указание, и дело вновь вернулось сюда, и оно снова возобновлено. Представителю Федерального министерства суд отказал в удовлетворении ходатайства о передаче дел в арбитражный суд Москвы. А хотя это в данном случае отказал, хотя перед этим они приостанавливались, собирались сами передавать. То есть было, я же смотрела на сайт, заходила нашего арбитражного суда Республики Мордовия, они принимали решение о прекращении, а потом опять возобновили. О прекращении с учетом того, что неподведомственность якобы была. И потом они возобновили. Поэтому здесь не все так гладко. И для нашей Республики Мордовия в данном случае на самом деле тоже наступают тяжелые времена. И потом, мы же с учетом аграрной республики, то, что у нас производства нет, да, как такового, меня еще что возмущает, что в сельском хозяйстве предприятия, сельхозпроизводители заставляют, вот те же самые ярмарки, когда проходят у нас на территории Республики Мордовия, да, в Саранске, там, в других районных центрах, заставляет сельхозпроизводителей сверху торговать по ценам ниже даже иногда себестоимости, по которой они получили данную продукцию. На основании чего? Административный ресурс, административные чиновники решают сельхозпроизводители, которые так не имеют больших доходов, и так еле теплятся, еще и продавать себе в убыток. Но если вы такие умные, что хотите, потворствуете желанием горожан получать дешевую продукцию, но компенсируйте за счет региональных средств. То есть это такой косвенный налог, по сути. Да, косвенный налог. Почему сельхозпроизводитель должен страдать еще дополнительно? Такой, да? Да. То есть им указывают, какое количество своего сырья они должны вывести на ярмарку. Дают им цифры, допустим, столько-то тонн, допустим, муки, либо, образно говорю я, там, либо масла, либо там сыра, либо яиц, либо еще чего-то, да? И цены им указывают, что они должны торговать вот по такой-то цене. Ребята, ну вы почему хотите быть хорошими за счет этих сельхозпроизводителей? Они и так-то у нас еле теплятся. Хорошо, а наступит время завтра, послезавтра. У нас живет многие фермеры, да, на сегодняшний момент. Они же закрыли как фермеры, потому что они не могут тянуть ту лямку кредитования. Самим на свои собственные средства им не выжить. Стоимость той же самой картошки, моркошки, которую мы покупаем, там лук и всего остальное, капусты и так далее, вот идешь в тепличное, это же копейки стоит. А денег сколько уходит, чтобы вырастить этот урожай у сельхозпроизводителя? Собери ГСМ, удобрения дешевые, семена в десятки раз больше, чем продукции, которую они выращивают. А им надо семена покупать. И семена нужны хорошие. Из плохих семян хороший урожай не вырастет. А вчера-позавчера слышали новость про тепличное, что выставили на 100%? Фонд имущества выступил на продажу. Нет, не слышала. Для меня это новость. Я потому что 2 дня была в Нижнем Новгороде, на кассационных заседаниях присутствовала, поэтому не имела возможности вот тут есть информация, посмотреть. Что 15 миллиардов долгов из всех вот 60 миллиардов, 15 это государственное предприятие.
Тут надо их приватизировать, только, конечно, в открытой процедуре. Именно те убыточные, только это одна из мер по снижению задолженности. Вначале доведут до убытков, а потом ищут, кому бы их продать. Я вам сейчас расскажу, Фаина Юрьевна, где я вижу выход из Ну, той... расскажи. Давай посмотрим, может быть, твое правительство разрешит в будущем эту всю ситуацию и поднимет Мордовию на высокий уровень. Вот это правительство, оно будет брать пример с лучших эталонов. Вот послушайте, пожалуйста, вы мне сейчас, конечно, не дадите мне долго говорить, но я провел сравнение со страной, которой, мне кажется, можно брать пример. Южная Корея. Дело в том, что... В вопросах чего еще? Вот сейчас расскажу. У нас, оказывается, есть много общего в чем-то, но результат от этого общего ресурса у нас разный. Так вот, во-первых, две фактически новости. 21 ноября руководителем Интерпола избран гражданин Южной Кореи Ким Чон Ян. А до этого еще 2 срока 5-летних руководителем Организации Объединенных Наций, генсекретарем тоже был гражданин Южной Кореи Пан Ги Мун. И вот, если сравнить с нашей республикой, то площадь территории Республики Кореи почти в 4 раза больше Мордовии. Но так как ландшафт там горный, с вулканами, 3000 необитаемых островов, то равнинные территории примерно равны как Мордовии. То есть будем считать, что территория, она равна Мордовии. Потому что где на можно вулканах... работать, на чем можно работать и на чем можно зарабатывать. Да, правильно. Где может осуществляться экономическая активность. Но на той же самой территории, в Мордовии, как вы мне не дали перевести цифры, что у нас население вымирает, из Мордовии уезжают в Москву и в другие регионы, а население поэтому Южной Кореи в 64 раза больше, чем в Мордовии. 64? 4 раза больше, на той же территории. Средний показатель плотность населения в Корее в 16 раз больше. Внутренний валовой продукт Кореи в 420 раз больше, чем региональный продукт Мордовии. У них $1,5 триллиона, у нас 3,6 миллиарда долларов. На душу населения у них в Корее в 8 раз больше. Месторождений в Корее тоже, как и в Мордовии, нету. Большую часть природных ресурсов, как и в Мордовии, приходится Корее импортировать. Но климат у них, конечно, теплее. И летняя температура около нуля. Но зато у них есть тайфуны, которые налетают на Корею и сносят там территории и вместе с людьми. Да, и приходится на это тратить. У нас нет. По территориальному разделению у нас 22 района, 3 города. У них тоже примерно такое же количество. 9 провинций, 3 города. Саранск, Рузаевка, Ковылкино. На той же самой территории длина железнодорожных путей, наверное, должна быть та же самая, если устройство общества организовано одинаково. Но в Мордовии в 6,5 раз меньше, чем в Южной Корее. У них 3,5 тысячи. Ну, им больше людей надо перевозить. У нас меньше, поэтому у нас и меньше железных дорог. А если люди знают, что там нет негде передвигаться, может, они туда не едут, потому что там трудно добираться из одного региона в другой. Ну, такое количество людей, чтобы перевезти с одного региона, а нам-то зачем столько? Ну вот где здесь курица, где здесь яйцо? Да. Протяженность автомобильных дорог в 17 раз меньше, чем в Корее. Автодорог с твердым покрытием в 18 раз меньше. У нас людей мало, у нас все больше поля. Нам зачем такое количество дорог? Правильно. У них населенных пунктов, этих деревень сколько там? Мешает любоваться красотой нашей природы. До 98 года, и вот теперь разгадки пошли. Почему, возможно, у нас такое различие в уровне жизни? До 98 года Южная Корея была одной из самых коррумпированных стран мира. Но когда в конце 97 года победил Ким Дэ Джун, и когда он стал применять к своим друзьям, да, непосредственно вот и это руководитель Сингапура к друзьям, и это тоже. Но, значит, там мог на президентских выборах победить другой. Может ли у нас в Мордовии победить оппонент? Может ли у нас, в том числе и в России, может ли победить конкурент? И он начал бороться с коррупцией, уличил 2 предыдущих президентов коррупции, но помиловал их, потому что дело не в насилии, а в том, что больше это недопустимо. Осуществил по-настоящему либеральные экономические реформы, не те большевистские, которые осуществляло правительство Гайдара, когда сначала забрали все сбережения, потом запретили в приватизации участвовать иностранным, и у людей собственных нет денег, поэтому раздали своим. Дальше, что он сделал, тот Ким Дэ Джун? Минимизировал государственное регулирование, организовал систему бесконтактного электронного взаимодействия граждан с государством. Дальше смотрим, ладно, ушел он. А дальше что было? Предыдущий президент Кореи Пак
Кынхэ. Какие красивые имена. Неважно, Это женщина. да, не прочитаешь. В коррупции ее, а? Не прочитаешь сходу. Не прочитаю, но мне удалось, Да, потому да. что я уже не первый раз. Ага. В коррупции ее уличили, независимый парламент ее импичменту подверг. Есть ли у нас в Мордовии независимый парламент? Может, в этом разгадка? Может, есть ли у нас в России независимый парламент, который может через импичмент отстранять Ты президента? так долго будешь мне вот это вот... Ну, помучитесь, пожалуйста, еще чуть-чуть. Дальше. Конституционный суд подтвердил, да, действительно, через импичмент. Есть ли у нас в Мордовии Конституционный суд, который может подтвердить Я думаю, сейчас мы импичмент? Конституционный суд назначим, у нас сразу вся республика станет как... Ну, я думаю, это все разгадки. И следующим президентом стал от другой партии. Есть ли у нас скажи, другая пожалуйста, партия? скажи, Возможность. пожалуйста, вот этой страной, Да. эта страна входит как субъект федерации в другую большую страну под названием, такой как приблизительно Россия или какая-либо другая страна, или США, или еще что-то? Или это все-таки такой Я экономический субъект уже именно государства? Но дороги строить, с коррупцией бороться, я думаю, было бы желание у общества Мордовии, 1 миллион человек. Если бы было сильное желание у большинства населения, никакое бы окружение не помешало бы им. Дальше смотрим. Паритет покупательной способности ВВП. Корея 11 место в мире. В мире. Не то, что... А Мордовия какое место там? Какое? Сотное или Россией, тысячное конечно, место. Потом. В Южной Корее один из крупнейших паромных флотов. Корея – это крупнейший в мире судопроизводитель. Ты мне сказки 111 долго будешь аэропорт. читать. Свободная торговля с Европейским Союзом. Есть ли у нас в Мордовии свободная торговля? Равные права у мордовских предприятий, у иностранных Я тебе предприятий. скажу, хочешь